Среди главных угроз безопасности всего мира западные спецслужбы называют исламский экстремизм. Radical Islamic terrorism. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk habe den Glauben an den Sieg verloren. Главная страшилка последних нескольких десятилетий – так называемый исламский терроризм. Мусульмане представляются в самом кровожадном свете, более дикие, чем самые изощренные монстры из фильмов ужасов, безжалостные и беспощадные. И вместе с тем, такая отчаянная пропаганда заставляет задуматься, так ли обстоят дела на самом деле. Посмотрим, что нам говорит сам первоисточник ислама Коран о милосердии и жестокости. Коран начинается с фразы «Во имя Аллаха Милостливого и Милосердного». Коран велит людям прощать, говорить благое и быть справедливыми. Люди, свидетельствуйте. Я освобождаю Биляла. Теперь он мой брат и друг, пока смерть не разлучит нас. Коран побуждает отвечать благим на дурное. Отвечай же тем, что является лучшим, и тогда тот, с кем у тебя вражда, станет тебе близким другом. Также в достоверном высказывании пророк, мир ему, говорит, что когда Всевышний создал все сущее, он записал: «Поистине, моя милость опережает мой гнев». Коран также говорит о пророке: «И по милости Аллаха ты смягчился к ним, а если бы ты был грубым и жесткосердным, то они разбежались бы от тебя». Также о пророке говорится в Коране: «И не послали мы тебя иначе, как милость для миров». То есть беглого взгляда достаточно, чтобы любой, обладающий хоть парой десятков нейронных связей в голове, понял, что ислам не представляет собой сплошное темное пятно с кровавыми подтеками. Напротив, это религия мира и справедливости, а милость в исламе стоит на первом месте. Это все теория. А как же обстоят дела на практике? Здесь мы обойдемся лишь парой вопросов. Спросите себя, разве мусульмане развязали 2 мировые войны, общее число погибших в которых составило около 70 миллионов человек? Разве мусульмане истребили по разным оценкам до 100 миллионов индейцев Америки? Разве мусульмане поработили десятки миллионов африканцев, около 90% которых погибли, пока их доставляли из Африки? Разве мусульмане устроили так называемые крестовые походы, в ходе которых были убиты миллионы человек? Мы не прекратим нашу борьбу, пока все вы не будете убиты! Разве мусульмане заставляли убивать друг друга католиков и протестантов, нападать на Ирак и бомбить Югославию? Как только на борту самолета появляется мусульманин, все начинают головой вертеть. Это что, 2-11 сентября? Это тот парень. Он террорист? Это он самый? Таким образом, окинув объективным взглядом реальность, мы понимаем, что ни в коем случае мусульмане не являются причиной наибольшего количества смертей и войн в мире. В этом вопросе большое значение имеет не религия, а политика и экономика. Что касается образа мусульманина-террориста, то очевидным становится одно: мусульман используют как средство для достижения своих политических целей. Так поступают все тираны. К примеру, так поступил фараон, когда обвинил пророка Моисея в терроризме и искал повода убить его. Так поступил и Гитлер, когда организовал нападение на Германию якобы польскими солдатами, назвал их террористами и напал на Польшу. Нам остается лишь не плыть по течению, которое ведет страну и мир к очередной глобальной катастрофе, а внести свой разумный и позитивный вклад. Распространите это видео, и всего вам наилучшего.